Всем большой привет, друзья! Прошло 2 дня с той морозной, так называемой, проверки, когда я околел, когда капитально замерз. Ну, немножко отразилось на здоровье, пришлось 2 дня отлежаться дома. Ну и нафиг такие проверки. Сегодня немножко потеплее, минус 10, но зато ветер, метель. У природы нет плохой погоды. В общем, что у нас с полыней? Наконец-то нет открытой воды. Но видно, вот сырой снег, еще вода выступает. Мороз ее затянуло. И если сейчас ее не закидает снегом, она промерзнет. Но если сейчас снегом закидает, это будет просто снеговица, снежная каша. В общем, капкан для снегоходов, для людей. Но мы-то знаем, что там она и была. Туда мы лезть не будем. Будем проезжать и проходить протоптанными тропинками. Так, ну что, в планах у нас сегодня проверка, в первую очередь, конечно же, непроверенных палок, что не успели проверить. Ну и посмотрим там по результатам. Если успеем, если хватит сил, проверим те палки, которые проверили в прошлый раз повторно. Вот. И такое чувство, что пора уже закругляться с этой рыбалкой, наверное. Но посмотрим, не будем что загадывать. Почему-то, мне кажется, по моим прогнозам, сегодня улов будет не очень. А как оно будет на самом деле, мы скоро увидим. Погнали. Так, ну что, приступаем. Первым делом смотрим. Замерзла. Здесь наша бутылка с малечками. Я так думаю, не сильно. Я так думаю, не сильно. Не критично. Да. Нормально. Живем. Несмотря на 30-градусный мороз, снег делает свое дело. Засыпанные лунки сильно не промерзают. Если бы не было снега, тут бы лед был, ого-го, сантиметров 20, не меньше. А то бывает и больше. Так, все готово. Сколько? Сантиметров 5 замерзло под снегом. Ну вот, грубо говоря, минута, 2, и лунка готова. Так, где у нас ведерочка? Убираем лишний лед. Он еще успеет намерзнуть. Так вот. Водички. Ну, с Богом. Сегодня, наверное, я так думаю, должны быть, если попадали, ну, не должна, скорее всего, могут быть уснувшие налима. Времени, потому что прошло уже достаточно. Что-то есть, что-то небольшое даже дергает. Вот налимчик живец и язь. Еще один там живец. В общем, пока все неплохо. Пока все неплохо. Первый язь уже есть. И 2 живца. Ну, этот ладно на крупном крючке. А тут у нас что? Тот, ну, тоже заглот. Смысла вырывать кишки ему нету. Ну что, пусть живет, пусть приманивает. Целых 2 штуки здесь. Если крупный будет ходить возле берега, запросто может взять. Ну вот, начало есть. Начало было интересным.
какое будет продолжение. А продолжение говорит, что рыба была. Крючки у нас пустые. Всех мальков скоммуниздили. И тю-тю-ля-ля. Ушли обратно. Как в столовую приходили. Покушали. Ушли и даже не заплатили. Ладно. Еще не вечер. Так. Что-то леска в стороне, значит, что-то есть. Значит, что-то есть. К берегу туда потащило. Наверное, язь, да. Это он. Это он, красавчик. Второй пошел. О, и здесь что-то тоже было. Напутало конкретно и сошло. Скорее всего, тоже был язь второй. Но ему повезло больше. Накрутил, перемотал и свинтил. Ну ладно. Значит, был не мой. Говорящего мы поймали. Так. Так, здесь вроде бы что-то есть. Натяжечка есть. Что-то запутанный язёк идет. Язёчек. Все. Все. Ну, 2 крючка без мальков. По-любому что-то тоже было. Было и ушло. Этот попал на средний. Заглотил до желудка. Ну, вот, что сказать. Молодец. Обычно за язями такое не наблюдается, чтобы они глотали до желудка. Но, видать, голодней тетка. Ладно, в общем, 3 язя у нас уже есть, Енскадан. Так, вот и наша береговая опасная палка. Как мы видим, снизу все размыто уже. Но верхняя корочка морозами немножко прихватила. И крючки пустые. Кто-то был и ушел. Что-то запутало, что-то есть. Язёк. Дождался, друг. Молодца. 4-й. Запутал-то, ёшкин кот. Долго уже болтался. Ничего, дождался, друг. Значит, был мой. Так, ну а здесь, наверное, что-то есть. Я так думаю. Бутылка есть, это точно. Что-то мальки дохнут. А язёк. А яська не видать. Живцы все целые, живцы все подохли. Это, как говорится, плохая примета. Все-таки походу глухозимье на Печоре есть. Просто оно пришло с опозданием на 3 недели, грубо говоря. Почти на месяц. Но оно походу все-таки пришло. И мои прогнозы, что сегодня будет улов не очень, наверное, сбываются потихоньку. Улов не растет. 4 язя так и есть. Так, бутылку можно снять, наверное. Что-то мальки подохли здесь. Ладно. Сделаем ревизию и бутылку убираем. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Закрутила, закрутила, и что-то есть пока. Это что? Это что? Это язёк. Ну вот.
еле-еле уже держался вон. А вообще-то нет. Он такой. Такого мелкого язя еще в этом сезоне не было зимнего. Кончились крупные язи, пошли подъязки. Очень много пустых крючков, видать, за такое время все уже посрывалось. Но радует то хоть, что дохлых пока еще нет. Ясь-то это редкость, что на крючке дохнет. У меня за всю историю, может быть, пару раз было то, что язь уснул. А налим, хариус, это они могут. Сик тот же, если вовремя не проверить, заглатывает до желудка. И все, лома. Так что, если поставил снасти, надо хотя бы через день, максимум через 2 проверять. Если есть возможность. Но если нет возможности, то лучше снимать. О, что, натяжечка? Вроде бы да, что-то непонятно. Что-то идет. Налим, что ли? Да. О, красавчик. Наконец-то. Наконец-то вот такой вот красавец. Килограммовик есть по-любому. Ну где вы ползаете, а? Зеленые червячки печорские. Где вы прячетесь-то, а? 1, 2. Хотя бы такие были килограммовики. И то хорошо уже, блин. Никак вас не могу найти, где вы прячетесь зимой. Осенью, весной, пожалуйста, на продольнике ловятся. А зимой вас не найти. Вон брюхатый какой. С икрой или с молокой. Это с молокой, наверное, продолговатый. Ну вот. Все, что не делается, все не зря. Поймали мы тебя все-таки, вкусняшку такую. Янскадан. Опа, опа, опа. Что-то есть. Что-то добренькое ясь, походу. Блин, а дергает, как не знаю кто. Вот такой вот опять чернявенький язь с красными плавниками. Я говорю, они 2 сортов, даже 3 сортов. Кто-то с коричневыми плавниками, кто-то с красными, кто-то темнее, кто-то желтее, кто-то светлее. Все разные. Да и налимы, в принципе, тоже желтые, зеленые, черные. Даже голубые налимы есть. Тоже, как и люди, всякие разные. Щучья палка подошла. 1 раз попала щука, и все. Ожидая, что возможно такое может повториться. Ну, щука не щука, но что-то было, вот так вот закрутило вокруг палки раза 3-4 и ушло. Кроме щуки, также здесь у нас язи попадали, и налимчик вроде бы нормально. Да и сейчас вот рыба была, все 3 крючка пустые. Была, покушала и ушла. Ничего страшного. Не попало сейчас, попадет в другой раз. Тем временем, вот наши крючки, вот, видите, да? Ушко со временем ржавеет, потом вот что-то крупное попадается, и здесь вот крючок ломается на ушке. У меня сейчас 2 или 3 крючка так сломано уже. Крупная рыба попадает и обламывает. Может быть налим, может быть ясь крупный. Я вот как бы вот так вот раз делаю. Просто петлю. И за само тело, получается, за сам крючок. Не за ушко. На ушко уже нагрузки нет. Все. Это уже ушко не сломается. А так вот, если ну, на сезон хватает крючок, и все. На следующий сезон его уже менять.
Так, несмотря на то, что 22 декабря день зимнего солнцестояния уже прошел, у нас до сих пор день очень-очень короткий. А у нас походу натяжечка. Натяжечка добренькая, хорошая. Опа! Опа! Вот это налимец. Вот это налимец был. Да кулама. Так, что у нас с жабрами? Жабры красные. Тут пятишка целая. Он попал на налимчика маленького, пропустил через жабры и сдох. Вот так вот. Если бы проверили мы в мороз тогда, если бы не замерзли, а все равно проверили, он был бы еще живой. А так вот такая вот колбасятина, к сожалению, уже успела подохнуть. Но все-таки есть, получается, крупный налим на Печоре. Есть! И попал он уже в январе. Не в декабре, не на первый лед. Вон полные кишки икры. Ну не знаю, вонять-то он, конечно, не воняет. Жабры еще красные. Ну, посмотрим. Если что, сварим собаке. Собака тоже скажет спасибо. Блин. 2 дня, вот как раз он 2 дня назад был бы еще живой. Ну, был мороз, я замерз. Что теперь? Что получилось, как получилось, так получилось. Что теперь? Он попал в шахту, в глотку, и они такое не любят. У них то ли от боли, то ли от чего они подыхают. Если в пищевод попадают, и отпускай ты, не отпускай, они все равно подохнут. Вот так вот. Вот на какой здоровый крючок попало на маленького налимчика. Налимчик прошел по леске, а это колбаса вот такая вот. Ну, килограмм на 5 как минимум. Вот Янцикадан. Самый крупный за зимний сезон. Да-да-да. Красота. Красота. Так, неплохо было бы, если бы этот трофейный парочкой ходил и где-то напарник или напарница плавала и попала. Было бы неплохо. Ну что, у нас еще есть немножко палок. Посмотрим, может быть, чем черт не шутит. Пока пусто на соседней. Даже малек живой. Ух ты! Мы вышли из бухты. Что-то было, накрутилось жестко и ушло. Не дождался. А что это, кто это был, стоит только догадываться. Да. Все-таки надо проверять почаще. Так. Не знаю, как видимость. Но пока немножко видно. Так. Что-то есть. Что-то есть. Это что-то, наверное, язь. И неплохой такой. Да, это он. Красавчик. Он такой вот кабанчик-толстячок. Черненький. С красными половничочками. Полезай кузовочек. Хороший язь, Янцикадан. Так, ну что, я так думаю, пока видно. Пока мне насаживать видно, значит и на GoPro должно быть видно. Когда я уже не вижу сцеплять малька, это значит уже все, надо одевать фонарик. Все, наверное, на следующей палке уже оденем, потому что как начинает темнеть, темнеет очень и очень быстро. Но сейчас все равно день уже стал немножко длиннее. Если раньше темнело
начинало темнеть в 2, то сейчас где-то половина 3 примерно. Грубо говоря, на полчаса день уже стал подлиннее. Так, с фонариком. Опа. Это что такое? Или показалось? Показалось. Блин. Палка гульнула, я уже думал, что-то дернуло. С фонариком видно лучше. Все крючки пустые, и по-любому здесь кто-то был. Вон, леска закручена. Скорее всего, это языки похулиганили. Ну, за такое время они тоже уже сорвались и ушли. Так, ну и последняя палочка у нас на первом участке, который уже долго не проверяли. И тут у нас вроде бы натяжка. Леска в сторону, что-то есть, что-то есть. Похоже на язя. Язик, шоколадный глазик. Иди ко мне. Вот так вот, шондыбан. Язь по коме это сын. Вот такой вот сынок примчался напоследок. Так, ну и наверное мы все-таки сходим и проверим дальний участок. Почему? А потому что уже прошло 2 дня. Приеду я сюда, возможно, еще через 2 дня. И чтобы не было обидно, больно за уснувших таких вот трофейных налимов, сегодня не так холодно, и все-таки, наверное, сходим и проверим. Да? Я так думаю, да? Да, Серега? Обязательно. О, даже Серега говорит, что надо проверить, нечего лениться. Так что пойдем, потопаем. Туда у нас дороги на буксировщике нету. И проверим с фонариком. Нам нипочем. Погнали. Одну палку уже полчаса сулала бить дурин. Ты как воин ли это? Опа, это что-то дергает или что? Вроде бы да. Или тащим дыма. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, Енскадан. Вот это еще налимчик, Серега. Ну, блин, полторашечка, двушечка где-то есть. Гартома да гартома. Видишь, за губу попал. Все перемолотил. Остался гартома, но выдержал, как говорится. Живой, да. Не, двушечка железная. Двушечка будет по-любому. Вон. Где-то килограмма 2. Вот леску вот перемотал, что вот таких, в куче вся леска, да, вот таких лесок было сегодня на 2 или 3 палках было. То есть, видать, так же попало, долго-долго болталось и сходит. Вот не зря притопал сюда. И что, хотел, думаю, 2 дня назад проверял. Вот сейчас, ну этот бы за губу, да, умереть-то бы не умер, но сойти бы смог по-любому, сорваться. А так все уже живехонький, уже в корыте. Енцикадан. Первая же палка и сразу налим. Вот Енцикадан. Настроение уже на высоте, несмотря на метели, снегопады и все такое. Вот когда есть результат, рыбачить приятно. Когда его нет, то не очень. Ну, что-то там еще и зацепилось, что-то, блин. Пипец. Ладно. Это работа проверять пустые палки.
Вот когда ловится что-то, есть настроение, есть азарт, даже не чувствуешь усталости. А когда раз за разом вот поднимаешь пустые палки, то устаешь очень сильно. В принципе, я не ошибся с прогнозом. Если бы не эти два налима крупных, то улов-то по язям-то сегодня слабенький. Два налима, конечно, сделали погоду, но это два налима. А с язями уже, походу, все. Язи уже не радуют. Ну, как бы, есть еще надежда немножко. В береговой зоне, может быть, что-нибудь доклюнет. Но посмотрим, посмотрим. Еще не вечер. Но сейчас вот несколько палок уже подряд были пустые. И живцы целые, что больше всего настораживает. Что все-таки глухозимье, скорее всего, наступило. Хотя, может быть, просто резкие перепады в погоде, вот это тоже много зависит на активность рыбы. Помните, да, где-то числа 20 декабря тоже вроде бы переставало, мы уже было приуныли, а потом бац-бац, и все нормально было. Может быть, это тоже временное явление. Дай бог. Так, ладно, что-то дергает, что ли? Да, что-то есть. Что там? Язёчек. Бляха, ушел. Так плавно дернулся и ушел. Ну вот. Ладно, когда часто попадаются, да уходит. А то столько пустых палок было. И тут возле берега один клюнул. И не так спокойно, главное, хвостиком махнул. Но кидаться за ним уже, мочить руки смысла нет. Во-первых, глубоко, ну, лунки в смысле уже, колодцы глубокие. Во-вторых, шел головой туда. Не знаю, можно было попытаться, вот если бы так вот. Да ладно. Ушел и ушел, значит, не мой был. Очень много пустых палок было, очень много. Все практически крючки с живцами. То есть шевеление язей прекратилось. Половился, и сейчас что-то, видать, с переменой погоды. Даже вот этот вроде бы и сошел, а ушел как вареный. Еле-еле, блин, двигается хвостиком. Видать, резкие перемены погоды от мороза к метелям плохо все-таки сказывается на активности рыбы. Только этим можно... Ну вот да, вот один налим вот попал за 2 дня. И все. Больше вроде нет. Все, что в корыте, это то, что в прошлый раз не успели проверить. И этот налим, тот налим поменьше, несколько язей. Это все с тех палок, которые не проверили позавчера. А за 2 дня только вот один налимчик. Что он тут? Килограмма 2, наверное. 2,5. Ну нет, 2,200 может быть. Не больше. Вот. А тут возле берега тут осталось уже 2 палки. Возле берега клюнул и плюнул. Ну, неактивно, видели, да, как еле-еле он хвостом. Не снимаю пустые палки. Вернее, снимаю, но при монтаже не буду вставлять, потому что мало интересного, как раз за разом достаю пустую палку с живыми живцами. Я думаю, это никому не интересно. Быстро надоест. Практически весь участок, то, что мы проверили позавчера, был пустой. Вот на первой палке был налим, и все. Осталось 2 палки. Сейчас посмотрим. Может быть, ближе к берегу что-то есть.
Так, ну чё, давай. Давай, язёчки. Так, здесь у нас тоже бутылька с мальками. Бутылька с мальками. Язик есть? Не, здесь нет. Здесь язя нет. Здесь язенький не проплывал. Живец живой. Второй живец живой. И третий живец живой. Вот 2 дня никто здесь не проплывал. Или проплывали мимо. Пофиг им на этих мальков. Нет аппетита рыбы. Это человек каждый день кушать хочет, а рыба каждый день точно не ест. Есть время клёва, есть время без клёвья. Запас мальков пока есть. Так, ну что, и осталась крайняя, последняя палочка у нас. Так, ну вот и готова последняя на сегодня палка. Смотрим. Последняя палочка у нас тоже с бутылочкой. Береговая. Не, натяжки вроде бы нет. Натяжки не видать. Живец живой. Второй живой. И третий тоже живой. Это о чем говорит? Что у рыбы аппетита нет. Скорее всего, похмелье после праздников. Так, ну что, сейчас давайте покажем вам все по порядку, что и как. Как обычно мы это делаем. Что остается за кадром. Вот так вот. Сегодня у нас воронка в другом месте, так что попробуем перелить так. Вот так вот тоже нужно перелить. Остатки малючка. Опа. Куда вы распрыгались? Так. Так. Все. Так. Это сюда. Это сюда. А это сюда. Вон вода уже упала на сколько? Полметра. Вижу дно. Ну, меньше метра. Вот до сюда где-то вода была, когда мы начинали, а то и выше, наверное. Теперь вот так вот берем. Все это хозяйство, весь колодец засыпаем снегом, чтобы не промерзло. И все. Все будет нормалек. Ну и давайте подведем итоги. Что у нас получилось. Вот сейчас вот здесь на этом участке попался только вот этот налим. И все. Вот этот налим и все. А 2 дня назад, что там было? 6 язей и пару налимов, что ли, здесь. Вот если бы мы проверили тогда весь участок, если бы не замерзли, не околели и проверили, вот сюда бы 6 язей и 2 налима еще было. Было бы полное корыто. А так вот, то, что не успели тогда проверить, вот такой вот великан у нас. Килограмм на 5, как минимум. Приедем домой, взвесим, так что пока не выключаемся. И что у нас по язям? 1, 2, 3, 4. А, вон еще налим второй. Второй сегодня. Ну, он тоже на том участке был, что тогда не проверили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 язей всего. Вот, 8 язей и 3 налима. Нормально, не пусто, и то хорошо уже. Так, сейчас мы это дело сейчас вот так вот сделаем. Так не видно, так, наверное, видно, да?
Вот, друзья, хочу вам сказать, что полуфабрикаты и себе, и дочке, студентке, ну и, в принципе, и Ромке тоже сделали. Фаршу накрутили, ребрышек уже сделали. Собаки головы, хребты в запасе есть. С сегодняшнего дня будем делать консервы. И, конечно же, консервы в первую очередь отправим на СВО нашим ребятам, которые сейчас воюют с недобитыми бандеровцами. Наше дело правое, мы победим. Победа будет за нами. К празднику 23 февраля, ребята, от меня, от Коми Рыбака, по-любому консервы вам будут. И если получится, даже не одна посылка, потому что все дальнейшие рыбалки сейчас в основном яйск, который будет попадаться, будет идти на консервы. И еще, друзья, хочу обратиться в первую очередь к жителям моего поселка Троицко-Печорска. Если у кого-то есть пол-литровые банки, пол-литра 450 грамм, винтовые твистов или СКО с крышкой закручиваемой, и кому они не нужны, которые выкидывают на помойку, просьба не выкидывать, понемногу собирайте, напишите мне ВКонтакте, я приеду и заберу. Для себя не прошу, для себя мне не надо, сам потихонечку как бы это справляюсь. А для ребят на СВО, для изготовления консервов, рыбу я поймаю, ингредиенты, которые нужны для консервов, все это купим, все это сделаем. Проблема в банках. Банки с крышками, если есть, не выкидывайте. Кому они не нужны, не несите на помойку, соберите пусть по 5, по 10 банок. Напишите ВКонтакте, я подъеду, заберу. Все банки уедут с консервами, изготовленными уже на СВО. Вот такая вот просьба к жителям моего поселка. Ну, теперь точно все. Всем спасибо за внимание, всем пока. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. Пару дней сейчас по-любому я отдохну. Все проверено. Займемся монтаж, загрузка роликов, немножко отдых. И, конечно, через пару дней опять обязательно приедем сюда на проверку. Как мы видели, уже большие перерывы делать не следует. Рыба потихонечку засыпает, если долго ее не тревожить. Вот. Ну все, до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Ну вот мы и дома, и как я вам обещал, контрольное взвешивание нашего трофейного налима. Надо вообще, в принципе, вот эти весы с собой таскать, наверное, чтобы поймали крупного, сразу взвесили и все. Так, сколько я вам там говорила? 5 килограмм. Ну, посмотрим, правильно ли работает мой глазомер или неправильно. Так. Так, по нолям. Блин, не получилось. Так. Куда тебе зацепить-то? О, сюда. Даже этот крючок не выдерживает, а мы хотим, чтобы выдержал рыболовный крюк. Ну да. 5 килограмм 55 грамм. Ну, снега, льда здесь нету, я уже убрал все лишнее. В общем, 5 килограмм ровно. Опять... Рекорд не побил. Рекорд у меня 7 килограмм. 7300, да. 5 килограмм. Но в этом сезоне этот пока трофейный. Конечно, уснул, но ничего страшного. Собакам тоже кушать надо. Собаки скажут спасибо. Ну а теперь точно все. И теперь точно уже до новых встреч. Через пару дней пойдем на проверочку. Всем пока.